Грация ингушского танца в музее. Успех любого проекта складывается из многих составляющих, в том числе даже малейших деталей, важных, но незаметных на первый взгляд. Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия при подготовке любого мероприятия уделяют внимание каждому нюансу. На этот раз, помимо роскошных картин, мы смогли насладиться необычной хореографической постановкой. Это танец воинственной амазонки в исполнении заслуженной артистки Республики Ингушетия Тамилы Хаштыровой. Проект «Грация ингушского танца в музее» приурочен к Году культурного наследия народа в России, который проводится с целью популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций и этнической самобытности всех народов нашей большой страны. Экспериментальный проект Музея изобразительных искусств Республики Ингушетия объединил в себе бесценные музейные экспонаты и новые танцевальные постановки, которые эксклюзивно подготовила заслуженная артистка Республики Ингушетия Тамила Хаштырова. Гордый и красивый стан горянки, нежная пластика в сочетании с воинственностью. В одном образе весьма гармонично сплелись, казалось бы, несочетаемые на первый взгляд черты. И, конечно же, самое главное – это наряд амазонки той самой исторической эпохи. Работа ингушского дизайнера Мадины Албогачиевой. При создании каждого костюма она стремится к полному историческому и национальному соответствию. Данный наряд является экспонатом музея. И хочется отметить, что он очень идет грациозной Тамиле. Так как я думаю о танце, костюм не должен никогда отвлекать. А тут мне нужно уследить, чтобы стрелы не упали, чтобы все держалось ровно, чтобы лук правильно держать, чтобы шапка, так как она тяжелая, чтобы она не бегала. Тяжело, да, но я думаю, это несложно, если желание есть. Для меня большая честь именно в этом костюме танцевать танец амазонки, потому что это очень достойный человек, который делает этот костюм. Мне очень приятно в нем сегодня выступать. Также хотелось бы сказать, что это очень важно, сохранить нашу историю, чтобы наше будущее, наши дети знали, что значит курхарс, что значит именно этот костюм, что раньше были амазонки. А сложно ли, просто ли в этом костюме? Просто. Если есть желание танцевать, если есть энергия, то в любом костюме будет просто. Несмотря на вес курхарса? Несмотря на вес курхарса. Мне сказали подготовить танец, чтобы он был и характерный, и чтобы были именно ингушские моменты. Я сохранила ингушский ход на высоком полупальце. Я постаралась сделать именно ингушские руки. Но вначале, конечно же, я танцевала характерно. То есть там были, можно даже так сказать, немного мужские движения, которые дозволено, в принципе, делать амазонки. Выпады определенные, которые тоже делали амазонки. Поэтому я постаралась сделать, так сказать, и в характерном плане, и в лирическом плане. Я бы с радостью танцевала бы именно сольную композицию амазонки. То есть представляю ее, да, в нашей республике, в других республиках, но, конечно же, мне бы хотелось ее до конца доработать, все моменты, все нюансы исправить, вдруг если что не так. Опять же таки, максимально правильные движения. Если оттачивать, мне кажется, нужно оттачивать до последнего. То есть совершенства нет предела? Конечно, я буду стараться до последнего, чтобы танец был просто идеален. Конечно, я надеюсь, где-нибудь я смогу еще его исполнить, если получится. Фон для хореографической постановки подбирали тщательно. Это картины известных ингушских мастеров Хожахмеда Имагужева и Заремы Базиевой по соответствующей тематике. Сотрудники музея полны вдохновения и говорят о том, что планируют дальнейшее развитие этого интересного проекта. В 2022 году мы провели два этапа, первый и второй этап, и сегодня вы присутствуете на третьем этапе этого большого и интересного проекта. Наша задача была в планах нашего проекта. Проект задумывался для того, чтобы посредством национального танца показать наши музейные экспонаты. И вы, наверное, сегодня увидели, как наша танцовщица делает небольшие акценты для наших экспонатов. И хочется отметить, что для каждого проекта у нас готовится тематическая выставка. И сегодня у нас представлены
на суд наших зрителей, новая экспозиция новых работ, новых поступлений нашего музея, тематические работы в исполнении народного художника Республики Ингушетия Имагожева Хош Ахмеда и молодой художницы Заремы Базиевой. Ну, а само одеяние, мы каждый свой проект постарались одеть наших участников в костюмы, которые хранятся в фондах нашего музея. Этот наряд в нашем музее представлен давно, но вот в таком виде, в таком формате он демонстрируется впервые. Поэтому он очень прекрасно вписался в созданный наш образ, и она сегодня, Тамила, это нам показала.